Руслан Гатиев – курсант Рязанского воздушно-десантного училища. С детства он любил все, что связано с оружием и военной техникой. Однако реализовать свои планы стать военным смог не сразу. В первый год поступить в так называемую вышку не удалось, но Руслан не стал опускать руки, ведь он понимал, земля для каждого, а небо избранным. Год он проучился по средней специальности, а потом уже, пожертвовав летним отпуском, все же добился своего. Когда ты представляешь, это легко представлять, а когда ты это все делаешь, на себе испытываешь, то тогда уже физическая нагрузка ощущается. Так. Длительные марш-броски, пеший марш, 80 километров в разгрузке полной, экипировка, все, оружие с собой. Там. Ярославль, Смоленск, Казань, Сахалин и Севастополь. На сегодняшний день уже более 200 человек из республики служат в разных регионах России. Зенитно-ракетные и танковые войска, военно-космические силы, противоракетная оборона и даже морской флот. Из этих крепких молодых ребят можно собрать маленькую боеспособную армию. Я думаю, что каждый человек, каждый мужик должен пройти через армию, минимум армию. А кто хочет, тот должен учиться, получать звание и карьерного роста. Для начала он должен быть спокойным, выполнять все приказы. Как считает Юнусбек Евкуров, выбор военной профессии должен быть осознанным и взвешенным. Если молодой человек посвятил жизнь служению Родине, то он должен нести эту ношу до конца, оставаться верным данной присяге, быть преемником славных военных традиций ингушского народа. Максимально честно, добросовестно закончить свою учебу и сделать так, чтобы после вас в училище, в институте, в университете остался добрый след. Важно то, что вы добросовестно, нормально эту лямку тянули и получили нормальное образование. Глава региона привел в качестве примера Руслана Дзейтова, дослужил до звания генерал-майора, а теперь командует целой дивизией. Такое проявление воли и характера – показатель того, что ребятам есть куда стремиться. Кто поступает учиться, тот должен мотивированно пойти учиться, закончить заведение учебное и по направлению ехать служить туда, куда Родина прикажет. Только таким образом. Ну а если хотите еще делать карьеру, надо начинать не с Арбатского военного округа, не с Москвы, а надо начинать с Дальнего Востока, Сибири, с Камчатки, с Сахалина. Кстати, на Сахалине служат 3 брата Евлоевы. Все они выбрали военные профессии и дослужились до ранга офицера. В этом году от республики в армию будет призвано около 800 человек. 350 молодых ребят уже пополнили ряды вооруженных сил России. Глава региона отметил, что коренным образом будет пересмотрен процесс отбора призывников. К примеру, многие из них пройдут начальную военную подготовку, чтобы максимально приблизиться к военным условиям. К отбору для службы срочно в армии будет относиться более серьезно, чем к отбору военного училища. Это задача номер 1. В моем понимании, служба в армии, если отобрали нормально, то как минимум 50% тех, кто пошел в срочную службу служить, они должны остаться или по контракту, или поступить в военное училище после армии. В завершении встречи глава республики вручил наиболее отличившимся почетные грамоты и награды. Хусен Гагиев, Ахмед Парчиев, Юнус Цичоев. Новости 24.